селе Ворон под Судаком состоялась традиционная встреча односельчан. Каждый год в первое воскресенье августа уроженцы этого села и их потомки приезжают со всего Крыма, чтобы увидеть знакомые лица, вдохнуть особенный воздух родных мест, поклониться его древним скалам. Встречи односельчан начинают с молитвы в память об умерших уроженцах Ворона. В этом году организаторам не удалось накрыть праздничный стол из-за коронавирусных ограничений, но общение, танцы и конкурсы для детей остаются неизменно. Обычно на встречу односельчан собираются сотни людей. Из-за пандемии коронавируса гостей заметно меньше. Среди присутствующих нет стариков, родившихся в Ворон, но их дети и внуки стараются не пропускать встречи. Benim tamurlarım Ворон koyu. Anam, babam, hard babam hepsi bu köyde yaşadılar. Bağlarını, torunlarını oturdular onda caminin ardına. O yaşı bizim evimiz var idi ama şimdi evimiz kalmadı. Ben doğdum Молотовская область, Белоевский район, село Кува. İcretте мен sürgünlükte işte men 21 yıl yaşadım. Anam babam da Ворон köyünden. Yıl görüşüva быйыл августың 1 базар күніне biz toplaşıyıq, қадірлейік bizim ana babalarımızı, Қатықай babalarımızı. Sürgünlükte ana babam, anam 14 yaşına edi çıkarğanda, babam 17,5 yaşına edi. Urala düştüler, қиналдылар pek. Sonra Özbekistan'a көчіп geldiler. Benim hard babam İslam Musa, silahı durmuş edi, partizan olup netken. Приехали мы с семьей с Кузбасса, это Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий. Приехал на родину дедушки с бабушкой, родом они село Ворон, как в паспорте указано, Судакский район. Бабушка Апазова Айше, дом нашел. Он до сих пор стоит, но там маленечко перестройки есть, дом нашел. Жители села Ворон в 1944 году были высланы на Урал. Воспоминания крымских татар из ссылки самые горькие. 15 yaşına elime balta su çıkarıp olup işledim. Turnovoy knижкамда da var. Ana ulejne kıyınçılık korup etip Kartanamı Oral'da öldü. Babam Oral'da öldü. Anam son Tajikistan'a koştuk. Anam Tajikistan'da öldü. 5 bala kaldık. En boyuğu ben 18 yaşına. O 5 balayı korçalap şükür Allah'a hepimiz sağ selamet olup Kırım'a kayttık. Kırım'a. Ворон – родина смелых и самоотверженных людей. Отсюда родом и известная участница национального движения Мунирия Халилова. Анам мен doğdu bu köyde, babam bu köyde doğdu. Ben doğdum Ural'da. Analarımız her vakit Kırım için pek çok neler söylerler bize. İşte Kırım öyle dülberger, Kırım öyle güzel yer. Bizim vatanımız onda. Son yaşlıktan benim yüreğime sindi o. Ben başladım bu Kırım meselesi için çapkalamaya bizim arkadaşlarımızla. Son 68 senede mandat alıp ben Moskva'ya gittim. Onda pek çok hareketler ettik. Ondan son o nelerden son ben türmeye düştüm. 11 ay türmede oturdum. Çıkan son ondan gene de uzun yemi kaldırmadım. Gene de bütün halkla beraber edim. Ворон – древнее село. Точное время его возникновения неизвестно, но поселения в окрестностях существовали еще в древние века. Здание сельского клуба, возле которого традиционно проходит встреча односельчан в селе Ворон, на самом деле здание старинной мечети. По словам выходцев из села, ей более 300 лет. Еще старше мечети – это тутовое дерево. По словам местных жителей, шелковице несколько сотен лет. До депортации село почти полностью населяли крымские татары. Здесь действовала крымско-татарская школа. Поэтому после депортации село опустело, и уже в сентябре 1944-го Ворон заселили колхозников из Ставрополья и Краснодара.